До официального открытия нового детского сада остается менее часа. Дети как раз закончили последние репетиции и ждут своих гостей. Для каждого из них в этот торжественный день отведена своя роль. Что вы для главы нашего подготовили? Танцы, стихи, Да? песни. А вы так красиво одеты. Вы кто у нас сегодня? Ласточки. Ласточки, да? Вы танцевать будете, да? Да. Смущение детей проходит, как только их посещает глава региона. Они начинают читать стихи, танцевать, петь. Словом, в актовом зале садика царит праздник, главный символ которого – ласточка. Они отогрели пернатую, заботились о ней, чтобы могла она жить в нем всегда. Очередная постановка детей для зрителей стала неожиданностью. Дошколята показали процесс согласования строительства своей ласточки. Несколько девочек просят у властей построить им детский сад. Со взрослой ролью дети справились на ура. Нам очень нужен детский сад. Мы хотим жить и учиться в комфортных условиях. А еще с нами будет жить ласточка. И садик тоже назовем ласточкой. Это будет так здорово. Ну что я вам скажу? Построим мы вам садик. У нас как раз нацпроект демографии реализуется. Осталось только утвердить строительство. Окончательную точку в этом процессе ставит глава региона. Махмуд Али Калиматов строительство садика одобряет. Согласен. Глава региона поздравил дошколят и горожан с этим праздником. А «Ласточка» уже 8-й детский сад, который был сдан только за 3 месяца этого года. Впереди планируется закладка еще 12. По указу президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича реализуется эта программа. Поэтому детские сады строятся у нас десятки уже. Но каждый детский сад – это как праздник, очень большой праздник, тем более для Карабулака, города красивого, уютного. Я думаю, что каждым днем, с каждым месяцем и дальше город будет процветать, и вы в будущем будете участвовать в его улучшении. Кто-то будет учитель, кто-то будет воспитатель, кто-то будет инженер-строитель. Вы будете в будущем, и это ваш город, и ваш детский сад. Сегодня то дошкольное образование, которое по программе вы будете изучать, я думаю, что каждый из вас приложит и будет усилия, и будет прилежным. Так я хочу поздравить в целом город, во-первых, город Карабулак. Хочу поздравить вас, дети, родителей поздравить, всех жителей, потому что все, что мы делаем, мы делаем это для людей. Мы делаем это для нас всех, а конкретно сегодня для вас это детский садик. Я хочу, чтобы в будущем вы вспоминали, и будете вы вспоминать, наверное, свой первый день открытия. Вы сегодня очень красивые все, нарядные очень. Все должны привыкать к этой красоте. Вот. Красота, как говорят, спасет мир. После торжественной части главе региона провели небольшую экскурсию по зданию. Показали условия работы, рассказали об образовательном процессе. Махмуд Али Калиматов также пообщался с персоналом сада, заглянул в пищеблок. Во время обхода двора глава региона дал указание проработать вопрос укладки асфальтового покрытия на подъездной дороге и строительства автостоянки на прилегающей территории. Когда ты собираешься дорогу делать? Как раз сейчас мы гравийно выровняем, все сделаем, а асфальт как раз и эта дорога туда, здесь улица? Нет, она уходит туда, на Аскану. То же самое? Да. Там тоже, да? Вот такая же? Да, правильно. До Асканова, да. Я же вышли в Халдиис, Хадиос. Это стоянка должно загорожено быть, чтобы не ходили. Чтобы биржа, мы вообще не увидели. Сугяха? Да, да? Фалфалфан? أحد يعني حاجة مثل ناخذ يعني شو سكان يعني серьезно я все в порядке.
Детский сад – это подарок для детей и горожан. 220 дошколят смогут приобретать здесь знания, развиваться, расти. В дошкольном учреждении 12 групп, по 2 ясельных младших и предшкольных, по 3 средних и старших. Построена «Ласточка» в центральной части Карабулака. Огромный сад, очень красивый, хорошо оборудован для наших детишек, поэтому, я думаю, дети с радостью будут сюда ходить. Вот. И мы сделаем по максимуму, чтобы нашим детям было здесь комфортно, уютно, ну и пусть чувствуют себя как дома. Площадь детского сада более 4000 квадратных метров. В двухэтажном здании есть комнаты для игр, актовые и спортивные залы, спальни, игровые комнаты. Словом, все для образовательного процесса. Марим, расскажи, что ты делаешь? Раскрашиваю вот этого мальчика. Да, а что этот мальчик делает? Зарядку делает. А расскажи, тебе в садике нравится? Да, что тебе здесь понравилось больше всего? Рисовать. Отныне у этих детей новый этап жизни. Каждый из них готовится к этому, заводит друзей, начинает изучать мир по-новому. Пока девочки раскрашивают картинки, мальчики заняты более мужским делом. Они увлечены игрой в машинки и конструкторы. Я люблю играть, в спортзале заниматься, в домике играть, писать, читать. Ввод нового сада – это не только весомый вклад в обеспечение граждан дошкольным образованием, но и помощь в трудоустройстве. Благодаря «Ласточке» около 70 человек смогли найти работу. Среди них няньки, воспитатели, работники пищеблока. Открытие дошкольного учреждения – это в первую очередь большая радость для детей и родителей города Карабулака. Ну и, конечно же, для тех людей, которые в дальнейшем будут работать в дошкольном учреждении. В данный детский сад ведется очень тщательный отбор. Руководителям учитывается как личностные качества, так и педагогические способности каждого сотрудника. Ну, в данном дошкольном учреждении условия все созданы, на наш взгляд, для всестороннего развития детей. Открытие детского сада – это очередной шаг к достижению целей нацпроекта «Демография». «Ласточка» – это не первый детский сад в городе и, видимо, не последний. В очереди для получения дошкольного образования на данный момент стоят более 800 маленьких горожан. А это значит, что после ввода этого сада есть необходимость строительства еще 3. Аистята, совушки, чижики, орлята в новом детском саду – целый птичий городок. Под крылом символа весны и тепла «Ласточки» отсюда должны опериться и выпуститься наши юные птенцы. Условия все созданы для этого. Дело за детьми. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.